огромное влияние на социальную, да, структуру города Якутска, вообще Якутской тогда области. Повлияли, конечно, купцы. Купцы у нас были, их во множестве были, это купцы третьей гильдии, второй гильдии, самая высокая, это купцы первой гильдии. Известно, что и Кушнарев, да, сам имел свои прииски, вот Громовы тоже имели часть активов в Лензолото, но не Лензолото, там много было, да, организаций, артели, которые работали. Но самое главное, что поставки вот именно продуктов питания, в том числе и гужевого транспорта, да, это лошади. По тот момент механизации никакой не было, это все были лошади. И лошади именно были наши якутские. Также не хватало-то, по большому счету, и продуктов питания. Вот сам даже Ленский расстрел знаменитый, который произошел уже в 20 веке, он произошел от того, что отсутствие было, да, качественных продуктов. Но при этом вот Якутская область как могла, она так и поставляла. То есть это тоже мясо в зимний период, да, то есть были забои, то есть скупали наши якутские купцы местного населения в огромном количестве и возили все туда. Соответственно, появился товарооборот, и как тогда было принято, что все меценаты, да, ну как появились меценаты, они часть своей прибыли отдавали на строительство, в том числе и тех же школ. Вот самая знаменитая у нас школа, вот пятая, которая стояла в советский период, пятая стояла на площади Орджоникидзе, деревянная двухэтажная, она была построена на деньги Кривошапкина, это Аймиконский, да, знаменитый купец. Допустим, Манихтахола построил тоже двухэтажную школу здесь, в Якутске. Она, вот в моем детстве, она называлась седьмой школой уже, но в советский период она использовала как и педтехникум. Кушнарев очень активно помогал. Кушнарев, так как вообще он старообрядец, и у них одни из самых были таких плодородных земель. Это вот в селе Павловском, то есть они на протяжении всей своей истории в Якутии занимались хлебопашеством, то есть у них появлялись излишки, и они спокойно также скупали и продавали зерновые культуры вот на ленские прииски, да, получается. То есть все по возможности очень сильно помогали. Кроме того, у нас же был же еще и приют арестантских детей, да, то есть у нас было много детей, которые приезжали сюда вместе с женами тех ссыльных, которые бывали ссылки у нас здесь по различным обстоятельствам они оставались, ну, без присмотра. Это тоже было все на деньги купцов. Это попечительские советы были. Была богадельня, которая тоже обеспечивала в большей степени именно на деньги якутских купцов. Но один из самых таких вот знаменитых, наверное, и кто больше всего именно подарил городу Якутску денег, это был Астраханцев. Купец в 2013 году он отдал городу Якутску на строительство больницы и школы 1 рублей 300 000. По тем временам это просто огромная сумма денег. В честь этого даже у нас улица была названа. Он был почетным гражданином города Якутска. Нынешняя улица Кулаковская в дореволюционный период, да, после 2013 года, она была названа в честь этого знаменитого купца Астраханцева. Но, к сожалению, пока там вот это все происходило, то есть это пока деньги проходили, деньги пропали в период гражданской войны. То есть ни школа, ни больницы так и не были построены на деньги Астраханцева. Но факт есть факт, он подарил эти деньги. В отличие от нынешнего, да, от нынешних предпринимателей, крупного бизнеса, на тот момент до революции это было, можно сказать, святой обязанностью купцов, особенно первой гильдии, второй гильдии. А чем это мотивировалось? Это такой был религиозный, да? Да, потому что, как правило, все даже церкви, ну вот те церкви, которые мы сейчас у нас сохранились, это вот, допустим, Богородицкая церковь, да, в Залоге, и Никольская церковь, она была построена, конечно, раньше, чем были найдены, да, ленские прииски, то есть ленское золото. Но при этом то поколение купцов, они тоже достаточно много вносили. То есть на протяжении всей истории вообще российского купечества, того же Мамонтова вспомните, да, то есть Третьяков, допустим, да,
знаменитый со своей, который создал свою галерею, упал художников российских, этих президентов. То есть это было принято. Но это, наверное, было, ну, я так думаю, это было все-таки связано с религией.